В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Здравствуйте. В начале главной темы выпуска. Все грани культуры. Это флешмоб в поддержку тех наших бойцов, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. Чеченская Республика присоединилась к всероссийской акции «Ночь искусства». Выставки, концерты, театральные представления. Что еще ждет жителей в рамках события года? Первый и единственный в СКФО. Для нашей республики это первый шаг именно в движении в направлении космических технологий. Чеченский госуниверситет имени Ахмата Хаджи Кадырова изобрел собственный спутник. Когда его отправить на орбиту и для чего он нужен? Глава региона в своем телеграм-канале поздравил жителей страны с Днем народного единства. Это праздник, который объединяет все народы страны. День, когда никакие барьеры не помешают понимать, чувствовать и быть гордым за свою державу. Рамзан Кадыров подчеркнул, что дальновидная политика Владимира Путина является залогом защиты государственных интересов и гарантом законных прав и свобод граждан. Также он отметил заслуги бойцов, участвующих в специальной операции, которые плечом к плечу мужественно сражаются с националистами. Рамзан Кадыров также выразил благодарность своему помощнику, министру по национальной политике, внешним связям, печати информации Ахмеду Дудаеву, который вносит колоссальный вклад в становление развития межнациональных отношений в республике и за ее пределами. Дорогие друзья, я от всего сердца поздравляю вас с Днем народного единства. Искренне желаю крепкого здоровья, благополучия, а также процветания нашему общему дому, великой России. Жители республики продолжают совершать коллективный тахаджуд-намаз за чеченских бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине. В столичной центральной мечети люди в очередной раз собрались по инициативе руководителя департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадыровой. Верующие просят у Творца благополучного возвращения домой с победой бойцов. يقحل وفيش محك وفيش تحت احيان يتسقيت ديل يدعنش ديوخش يحيول كنتي دال عالش بويل بوخش دعنشك إش بيوخش أشتق دال مكش مارش ليل بويلش نوختي محك طولم تصبير زدال بربلويل قتال دال مقلعوي محكخ واربول ديرش بول شوي كيجش ناخخ دال هي تنبين اوش دال ميرش مكش نويد شايت انت يحطوا سنة دال مقلعوي غلق دو دال جواب لويل. С 1 ноября по 31 декабря 2022 года в регионе осуществляется осенняя призывная кампания. Заместитель военного комиссара региона подполковник Арби Махтиев в беседе с нашим корреспондентом подробно рассказал о критериях отбора молодых людей на прохождение обязательной воинской службы. Он также отметил, что новобранцы к специальной военной операции на Украине привлекаться не будут. В Чеченской Республике осуществляется призыв граждан на военную службу. Призыву подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Это обыкновенное мероприятие, которое военный комиссариат совместно с другими ведомствами проводит ежегодно. Призыв осуществлялся и в прошлом году. Мы выполнили задачу, поставили армию установленное нам задание. То есть ребята уже практически отслужили и в этом году будут увольняться. Любой гражданин, получивший повестку, обязан явиться в срок и место, указанное в повестке. Любой работодатель обязан отпустить гражданина на мероприятия, связанные с призывом. По повестке обязательно нужно являться, иначе будет воспринято как уклонение от прохождения военной службы. Гражданин, который приходит в военкомат на мероприятие, связанное с призывом, ему обязательно с собой иметь военный билет, приписное свидетельство. Документ тех, кто обучается в образовательном учреждении, справку с образовательного учреждения, что он обучается установленного образца. По любым интересующимся им вопросам можно обращаться в военный комиссариат района, где он состоит на воинском учете, задавать эти вопросы в призывную комиссию или в
военный комиссариат Чеченской Республики, где дадут вразумительные ответы на ваши вопросы. Призывники, которые будут направлены для прохождения военной службы по призыву из Чеченской Республики, практически все попадают для прохождения военной службы на территории Южного военного округа, который находится в границах Северо-Кавказского федерального округа и Южного федерального округа. То есть дальше, чем Волгоградская область, Ставропольский край, Крым или Дагестан, они направлены не будут. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, на мероприятия, связанные с ведением боевых действий, не привлекаются. В том числе они не будут привлечены на мероприятия, связанные с проведением специальной военной операции. То есть эти люди направлены туда не будут. Родственники, особенно матери этих призывников, спокойны в этом плане, что в зону ведения боевых действий призывник направлен не будет, если он не заключит самостоятельный контракт, а контрактник уже может быть направлен для прохождения военной службы в любую точку. 4 ноября, в День народного единства, во всех регионах страны проходит традиционная ежегодная акция «Ночь искусства». Музеи, театры, выставочные залы и библиотеки провели тематические мероприятия. Мы же собрали для вас самое интересное. Луиза Яхьяева о всех гранях культуры. Тандем кавказских и иркутских художников позволил жителям региона увидеть все эти великолепные картины, вдохновленные величественными горными хребтами и бескрайними водами Байкала. 2022 год, объявленный годом культурного наследия народов России, насыщен огромным количеством событий. Одно из них – выставка, проходящая в рамках ежегодной акции «Ночь искусств», которая приурочена ко Дню народного единства и посвящена теме нашей традиции. Она завершает серию культурных мероприятий, проходящих в музеях, библиотеках, концертных залах и театрах. Это насыщенная большая программа. Она будет чередоваться и лекциями наших сотрудников возле наиболее интересных экспозиционных стендов, посвященных в том числе и героическим страницам истории нашей республики, нашей страны в целом. В общем, это такое и досуговое мероприятие, и в то же время несущее именно такие нотки патриотизма, показывающие, что жители нашей республики считают этот праздник своим родным праздником. Выставка в рамках совместного художественного проекта «Диалоги Кавказ-Байкал» – это совместный проект арт-галереи «Диас» и Кавказского маршрута. Он направлен на поддержку межнациональных отношений, искусства, укрепление культурных связей между регионами России и развитие культурного и событийного туризма. Полотна посвящены красотам родного края. Герои картин – солнечные луга Кавказа, величественный Эльбрус, тихий плес Ангары и могучий Байкал. Меня настолько потрясло вообще ваш край и ваши горы, ваши люди, ваш город. Вообще шикарно. Очень. И, конечно же, это все вдохновляет на творчество. Параллельно с выставкой на первом этаже музея мемориального комплекса имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, прошли мастер-классы по изобразительному искусству и шитью чеченских традиционных ковров истанг. Это национальный орнамент нашей Чечни. Мы делаем его как коврик. Истанг – это традиционный чеченский войлочный коврик, изготовленный из овечьей шерсти, украшенный национальным орнаментом. Его производство существовало также в Дагестане, в Ингушетии, но в меньших масштабах. Благодаря творческому содружеству художники Кавказа побывали в Сибири, а сибирские на Кавказе. Подобный обмен опытом способствует еще большему сплочению творческих людей из разных уголков нашей огромной страны. Также уже в другом музее в рамках этой акции гости и жители республики под звуки живой музыки насладились картинами известных художников. Ярмаркой прикладного искусства также смогли поучаствовать в различных мастер-классах. Посетители Национального музея Чеченской Республики получили море положительных эмоций. Потрясающая акция, музыканты великолепно вводят в транс, наверное, просто с первых минут, когда входишь в зал, и, конечно, представлены потрясающие картины. День народного единства – это праздник, имеющий огромное значение для всего населения России. Каждый раз его отмечают с большим размахом, отражая богатую культуру страны и каждого отдельного народа. Люди могут не только насладиться искусством, но и больше узнать о традициях других этносов. Луиза Яхьяева, Лейла Муртазова, Шейх Мансур Умалатов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Сегодня, в День народного единства, зрители смогли стать участниками увлекательного телепутешествия вглубь веков благодаря всероссийскому телемарафону «Национальный характер».
Благодаря самым современным технологиям и творческим возможностям зрители перенеслись на несколько столетий назад, преодолев 17 миллионов квадратных километров страны. Мультимедийный забег охватил 8 федеральных округов и все региональные филиалы ВГТРК, в их числе и телерадиокомпания «В войнах». Нашу республику представляет фильм под названием «До встречи в горах». В нем раскрывается жизнь одной из чеченских женщин, воспитавшей храбрых сыновей и внуков, некоторые из которых в данный момент принимают участие в специальной военной операции на Донбассе. Картина наглядно показывает важность семейных ценностей, соблюдения обычаев и традиций нашего народа. Наш фильм был о простой чеченке, матери, бабушке, о той, которая провожает сыновей и в поле, и в горы. И даже на битву с улыбкой, которая ждет вопреки, которая уверена, что встреча в горах обязательно состоится. Таков менталитет чеченского народа. Именно он отражается и в нашем национальном танце. В чеченской лезгинке кроется мечта о мире и счастье. Это танец свободы и красоты, олицетворение гордости и силы духа. Чеченский госуниверситет имени Ахмата Хаджи Кадырова изобрел собственный спутник, который скоро отправится на околоземную орбиту. Это стало возможным благодаря победе в программе, которую проводил Фонд содействия инновациям. ЧАГОУ станет первым и единственным вузом в СКФО, который запустит спутник. Медина Мударова разбиралась в механизме работы комплекса. Кубсат 3Ю. Теперь космос доступен и студентам, а точнее их изобретениям. Этот миниатюрный спутник позволит отслеживать нахождение воздушных портов по всей окружности земного шара и не только. Назвали устройство именем Ахмат. Реализация проекта стала возможна благодаря участию Чеченского государственного университета в конкурсе «Дежурный по планете». Каждый спутник должен нести в себе модуль, который будет отвечать за ту или иную работу. То есть у спутника должна быть уникальность. Мы придумали свое уникальное решение. Как мы знаем, есть там системы типа Flight Radar, но они не позволяют обнаруживать воздушные суда по всему пространству земного шара, а только там, где поблизости есть международный аэропорт. И таким образом, с помощью модуля АЗНВ, подключенного к спутнику, мы решили эту проблему. Идея создания спутника принадлежит самому Умару Дадашеву, директор технопарка Чеченского государственного университета, программист. Однако площадка, объединяющая технологические конкурсы в области космоса, его заинтересовала, хотя сам молодой человек и далек от него. Помните фраза Нила Армстронга – это маленький шаг для человека, но большой шаг для всего человечества. То же самое, это вроде как в научном плане это небольшой шаг, но для нашей республики это первый шаг именно в движении в направлении космических технологий. То есть таким образом мы хотим развивать эти технологии. Проектированием аппарата занимается команда Юго-Западного государственного университета, расположенного в Курске. Запустят ракету капсульным способом. После старта, набрав необходимую высоту, она выбросит спутники. В данном спутниковом аппарате установлен модуль, полезный на русский АЗНВ. Уникальность данного модуля в том, что большинство его компонентов отечественного производства. Изготовленный спутниковый аппарат прошел комплекс наземных испытаний на динамические и термовакуумные нагрузки, а также испытания солнечных батарей. Все это подтверждает работоспособность спутникового аппарата в условиях, приближенных к открытому космосу. Также на базе Чеченского государственного университета будет создан Центр управления полетами, где напрямую можно будет получать информацию со спутника, фотографии и другие материалы. Вместе с этим появится и возможность связи с Международной космической станцией, где школьники и студенты получат возможность поговорить с космонавтами. Когда спутник запустят, Центр управления будет в том вузе, где он производился. Мы будем дистанционно с ними связываться, и в перспективе у нас тоже он будет. Как раз таки в этом центре будут наши преподаватели, и студенты, и школьники заниматься. Откуда именно спутник отправится на околоземную орбиту, пока неизвестно. Рассматриваются два варианта – Байконур и Плесецк. Также в планах у технопарка Чеченского государственного университета запуск и других устройств. Ну а спутник Ахмат уже собран и будет проходить испытания. Его запуск планируется в марте. Для всех желающих будет вестись прямая трансляция. Медина Мударова, Седмин Мусаев, Сателев Пукаев и Вести, Чеченская республика. Долгожданный концерт популярного исполнителя Джони состоялся в Грозном. В исполнении певца прозвучали знаменитые песни, полюбившиеся публике, такие как «Камин», «Лали», «Комета» и другие. Грандиозное событие собрало не только жителей региона, но и гостей из Москвы, Краснодара, Волгограда, а также ближайших республик и даже Абхазии. История противостояния двух миров – Великого Московского княжества и Уральской Пармы. Эти и другие события раскрываются в художественном фильме Антона Мегердичева «Сердце Пармы».
Картина продолжает демонстрироваться в российском прокате. По сюжету в нем сталкиваются герои и призраки, князья и шаманы. В центре конфликта цивилизаций судьба русского князя Михаила, который полюбил юную Тиче, ведьму Ламию, способную принимать облик рыси. Герою выпадут испытания, в которых расстаться с жизнью не так страшно, как совершить предательство. Картина также доступна к просмотрам в кинотеатрах республики. Мне бы очень хотелось, чтобы вы посмотрели этот фильм. Он для меня очень дорог. Я задавался многими вопросами, когда занимался его производством, и очень хотел бы, чтобы вы сами на них ответили и получить от вас ответную реакцию. Наша команда работала честно, работала, что называется, до конца. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших страницах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.